Ухтенцы жалуются на заброшенное здание детского сада в самом центре города. В апреле прошлого года суд обязал администрацию Ухты принять меры, препятствующие попаданию людей на объект. Однако горожане по-прежнему замечают на территории бывшего дошкольного учреждения детей и подростков. Разбиралась в ситуации Виктория Науменко. Это здание расположено в самом центре Ухты. В 2 шагах Комсомольская площадь, Дворец культуры. Раньше здесь располагался центр реабилитации для трудных подростков. В 2015 году его закрыли. Тогда началась печальная история заброшки на Ленина 24В. Здесь происходили пожары, полиция регулярно фиксировала драки. А в конце сентября 2020 года именно на этом месте был жестоко убит своим приятелем молодой человек. Спустя несколько месяцев, в апреле 2021-го, суд обязал мэрию ограничить свободный доступ на территорию заброшенного детского сада. Однако жалобы на нехорошее здание не прекращаются. Балкон здесь рядом. И все время боюсь, думаю, вдруг там устроит пожар. И сгорят наши балконные квартиры. Вообще ужасный вид такой. Летом еще ничего, деревья закрывают и зелень. Красиво, да? Но сейчас это ужасно. И мы не можем понять, почему городские власти не принимают никаких мер. Слышали, что вроде как его хотят снести. Вроде Османов принимает решение, полностью поддерживаем. На самом деле, не знаю, насколько лучше будет сквер, но заброшка это точно здесь не нужна. Так недавно в сеть попало видео, где отчетливо видно, как дети играют на скатной крыше двухэтажного здания. По словам горожан, это не единичный случай. Дети то и дело норовят забраться на строение. С декабря 2015-го оно на балансе Ухтинской администрации. Все это время городские власти неоднократно выставляли его на аукцион. А в августе 2020-го на заседании Совета города здание предлагали даже снести, чтобы затем на освободившейся территории разбить сквер. Впрочем, идея так и не была реализована. Попытки продать его тоже не увенчались успехом. Покупателей не нашлось. Эксплуатировать здание по прежнему назначению тоже невозможно. Для этого нужны очень затратные средства, да, чтобы привести его в соответствии с действующим законодательством. А в связи с изменением Санпина использовать его там, как, например, как детский сад, да, сегодня не имеется возможности. Но опять же, желающие, которые могли бы его переквалифицировать для получения коммерческой деятельности, к сожалению, на данный момент не находятся. Как поясняют в Комитете управления муниципальным имуществом администрации, решение суда они стараются исполнить. Доступ в здание не раз ограничивали, заколачивали окна и двери, но предпринятых мер хватало ненадолго. К сожалению, наши граждане очень умело и быстро все это демонтировали. Кто-то ломал, кто-то вывозил все, чем было заколочено. Да. На сегодняшний момент разрабатывается проектно-сметная документация для того, чтобы законсервировать данное здание. Консервация подразумевает собой это полностью ограничение доступа при помощи кирпичной кладки. По информации Ухтинской администрации, к зданию даже представлен сторож. Он обходит заброшку и прилегающую территорию каждые 3 часа. Однако наша съемочная группа его не застала, а вот свежие следы на крыше были. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.